В день открытия собравшиеся вспоминали юных воинов, сложивших свои головы на поле сражения. Сохранение исторической памяти о курсантах стрелково-пулеметного училища, располагавшегося в здании гостиничного комплекса на улице Джения в Сухуме. С такой целью здесь открыта доска. С приветственной речью к участникам мероприятия обратился замглавы администрации Автодил Сурманидзе, отметив мужество курсантов, проявленное в защите перевала от немецких фашистов. Исторический объект. В 1943 году тут жили курсанты, до 300 человек. Как нам известно, в 1943 году, когда фашистские оккупанты хотели перейти через перевал, через Кубань, через Абхазские горы, именно вот эти вот курсанты наши отсюда, русские, армяне, абхазы, оказали ожесточенное сопротивление, и враг был разбит. Давид Бжаня, заместитель министра обороны, отметил, что этот день переполнен чувством скорби и одновременно гордости. Мемориальная доска как символ неразрывной связи поколений, напоминание о героях, отдавших самое дорогое – свою жизнь за мирное небо. В суровые годы Великой Отечественной войны именно такие молодые, но мужественные люди, как эти курсанты, встали на пути врага. Они были молодыми бойцами, которые еще не успели получить лейтенантские звезды, но уже обладали настоящим офицерским духом. Они проявили невероятное мужество и самопожертвование в тяжелых боях с немецко-фашистскими захватчиками, защищая прибрежные и горные перевалы Кавказа, Кубани. Руководитель международного патриотического проекта «Возвращение имени Григорий Скворцов» поблагодарил главу администрации города Сухум Тимура Аграба за оказанную поддержку. Он также рассказал, что 106 воинов, курсантов стрелково-пулеметного училища, погребены в землях Абхазии, Сочи, Кубани. И вот к нам попали документы, в которых говорится о том, что по приказу командующего фронтом курсанты Сухумского военно-пехотного училища вышли вот из этих ворот и пешком, маршем дошли до ПСОВ, вошли в состав 26-й горно-стрелковой дивизии, экипировались, тренировались и под руководством капитана Худобина были направлены на перевал Аишха, где они вступили в бой осенью 1942 года с десантниками и егерями немецкой дивизии Эдельвейс, которые хотели захватить Сочи. Это для нас была уникальная история, и мы стали заниматься этим, и 2 года изучали весь массив 26-й дивизии для того, чтобы найти именно этих воинов, этих курсантов. Подвиг и храбрость курсантов учат людей стойкости, любви к родине и патриотизму. Память о курсантах почтили минутой молчания. Также к открывшейся мемориальной доске возложили цветы. С сентября 1942 года по октябрь 1943 года курсанты стрелково-пулеметного училища защищали рубежи перевала Аишха и не допустили прорыва немецких захватчиков к берегу моря в районе Сочи. Многие из них погибли. Мемориальная плита в память о подвиге курсантов Сухумского военно-пехотного училища установлена по решению собрания депутатов города Сухум. Аэлита Арутюнян, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.